Здравствуйте, в эфире новости, в студии Генриетта Албегова и коротко о главных темах выпуска. Первый раз у нас капитальный ремонт. Добивались все время. И наконец лед тронулся. После капитального ремонта в Чекале открыли школу. Жители давно ждали обновления. На торжественную церемонию приехал премьер Таймураз Тускаев. Печатная книга издана в 1798 году. 125 лет Национальная научная библиотека хранит мудрость и знания целых поколений. Это юбилейный год для учреждения. Как развивается республиканская библиотека и что готова предложить для читателей? Кроме как о боевой готовности мы говорить не можем. Все ребята, в принципе, готовились хорошо. Североостинские спортсмены готовятся к чемпионату России по вольной борьбе. Он пройдет в Наро-Фоминске. Сейчас последний этап сборов. Конституцию Северной Осетии приведут в соответствие с федеральным законом. Поправки обсудили на заседании комиссии под председательством главы республики Вячеслава Битарова. По результатам общенародного голосования одобрены поправки в Конституцию России. Речь идет о том, чтобы внести изменения в более чем 100 федеральных законов. И значительный объем работы выпадает на региональных законодателей. В частности, устанавливается, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и взаимодействуют, чтобы наиболее эффективно решать задачи в интересах населения. Уточняются конституционные гарантии местного самоуправления. Работая над законопроектом, направленным на внесение изменений в Конституцию Северной Осетии, профильный комитет парламента республики находится в постоянном взаимодействии с коллегами из всех парламентских фракций. Ведутся консультации с законодательными органами российских регионов. Рассмотреть конституционный законопроект планируют в первом чтении в конце месяца на очередном заседании парламента. В городской администрации состоялась 13-я экстренная сессия собрания представителей города Владикавказа. Депутаты обсудили несколько вопросов. Среди них вопросы о земельном налоге. Кроме того, с докладом о принятии государственного имущества в муниципальную собственность Владикавказа выступила исполняющая обязанности начальника управления муниципального имущества и земельных ресурсов в администрации Ирина Цукиева. Принятие такого решения обусловлено намерением администрации участвовать в программе рекультивации земель с целью недопущения дальнейшей деградации почвы. Вторую школу в Чекале открыли после капитального ремонта. В школе полностью заменили кровлю, установили новые окна. Также обновили и столовую. Такого ремонта школа не видела со дня основания, а ей почти 50 лет. В образовательном учреждении появился центр «Точка роста». Там дети смогут развиваться в разных направлениях – робототехника, компьютерные технологии. Реконструкцию провели в рамках федеральной целевой программы. Первый раз у нас капитальный ремонт. Добивались все время. И наконец лед тронулся. Мы на 7-м небе от радости. Лед тронулся, а дальше что? Дальше учебой ответим, делами своими ответим. У нас и точка роста, стараемся много со временем идти. Всегда наша школа была школой развития, она не просто функционировала. Школы всегда остаются самые теплые, приятные воспоминания. Именно в школьный период закладываются и духовно-нравственные основы личности, и профессиональные компетенции, которые потом нам позволяют состояться в жизни, стать врачами, учителями, работниками народного хозяйства. Это очень важный момент. И для Иравского района ремонт одной из самых больших школ – это большое событие. Школе через 2 года исполняется 50 лет. И ремонт проведен на таком уровне, что позволит в ближайшие, наверное, несколько десятилетий проводить учебный процесс на очень высоком уровне. По национальным проектам «Демография», «Здравоохранение» и «Культура» в Северной Осетии строят новые объекты и реконструируют уже существующие. Председатель правительства Таймураз Тускаев в очередной раз побывал на стройплощадках и оценил качество работ.
Пример Таймураз Тускаев в Центре народного творчества «Фарн». Здесь работы уже на стадии завершения. Помимо качества работ, пример обращает внимание подрядчиков на то, чтобы был выдержан исторический стиль. А это уже другой объект – театр юного зрителя «Шаби». Полная реконструкция здесь началась весной этого года. Выделили на работы более 30 миллионов рублей. И все благодаря реализации национального проекта «Культура». Обновляют кровлю, заменяют электропроводку, благоустраивают двор, а зал заиграет новыми красками. Проблема возникнет, будем решать. Побывал Таймураз Тускаев еще на одном социально значимом объекте. Здесь идет строительство школ на 550 мест во Владикавказе. Внутри здания проводят электромонтажные работы. Фасадная часть готова. На территории школы будет и футбольное поле с беговыми дорожками. Беговая линия же будет, получается, вот где мы с вами стоим, от этого края туда. То есть разбег будет... То есть тут будет 100-метровка или только будет круг? Нет, 100-метровка будет вот там, с той стороны. С той стороны, да? В списке инспектируемых объектов и детский сад на 230 мест, 2000 квадратных метров. Детей разделят на 2 ясельные группы по 15 человек, а в 10 старших группах будет по 20 человек. На первом этаже находится в основном административный корпус, хоз, медпункт, ну и группы, конечно. А на втором этаже уже группы в основном, комната для спорта, для музыкальная комната. В этом году на реализацию национальных проектов в Северной Осетии выделили порядка 10 миллиардов рублей. Средства направлены на строительство и реконструкцию социально значимых объектов. Это ФАПы, дома культуры, спортивные центры и образовательные учреждения. Что самое главное, нацпроекты – это инструменты не краткосрочного, а именно долгосрочного планирования. Они рассчитаны на 2024 год, поэтапное совершенствование всех сторон нашей жизни. Ну и в дальнейшем они тоже, конечно, будут иметь продолжение. Но чтобы эффект был, мы должны вот на начальном этапе показать максимальный результат и максимальную эффективность всех наших действий. Председатель правительства Таймураз Тускаев еженедельно мониторит, как реконструируют старые и строят новые объекты по всей республике. Пример подчеркивает, что национальные проекты улучшат качество жизни граждан. Хетекплиев, Александр Каджаев, Новости Осетии. Сорок новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Северной Осетии за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, всего зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике 6220 человек. 811 на амбулаторном лечении, в медучреждениях 14 человек. 5325 выздоровели, 70 скончались. Согласно ежедневной статистике Роспотребнадзора, число заразившихся коронавирусной инфекцией за последние 1,5 месяца растет. Особое внимание сейчас, по словам специалистов, соблюдению санитарных требований. Только так можно сдержать распространение коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора совместно с Минпромтрансом, ГИБДД регулярно проводят рейды. Представители профильных ведомств продолжают напоминать как водителям, так и пассажирам о необходимости соблюдения санитарных мер, надевать маски, перчатки и иметь при себе антисептик. По выявленным нарушениям составляют протоколы и применяют административные санкции. В Северной Осетии наградили волонтеров акции «Мы вместе», которые помогали жителям во время пандемии коронавируса. Торжественная церемония прошла в концертном зале Дворца молодежи. Порядка 100 человек из разных волонтерских организаций получили медали от президента России Владимира Путина и грамоты главы республики Вячеслава Битарова. Награды вручил министр здравоохранения Тамерлан Гугичаев. Он отметил работу волонтеров. Это непростое для всего мира время, сложно недооценить. Министр лично поблагодарил каждого неравнодушного участника акции. Они оказали очень большую помощь в этот период. Они и до этого оказывали помощь, многие из них и сейчас оказывают. Но мы хотим именно выделить тех, кто тогда был с нами, был рядом со своим народом, со своими старшими, с людьми, которыми понадобилась помощь. Они искренне отозвались и абсолютно безвозмездно, кто неделю, кто месяц, кто несколько месяцев помогали людям, оказывали помощь, доставляли продукты, медикаменты, кто-то помогал автотранспортом, то есть кто чем мог, тем и помогал. Во время пандемии мы всячески пытались помочь людям, которые подвержены коронавирусной инфекции. Мы развозили продукты, лекарства. Я, в частности, занимался лекарствами, то есть получал жизненно необходимые лекарства из центров и местно
развозил их. Хотел бы поблагодарить руководство, что они не оставили наш труд незамеченным, и это было очень приятно, хотя мы приходили работать в волонтерство не за этим. Во Владикавказе состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2020». В конкурсе участие приняли 23 учащихся средних и высших учебных заведений республики. Победителей наградили сертификатами и дипломами. Вручил их председатель комитета по делам молодежи республики Руслан Джусоев. Теперь ребят ждет участие во всероссийском очном этапе. Напомним, премия «Студент года-2020» отмечает студентов, которые отличились в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики и других. Мне дает участие в таких конкурсах мотивацию на дальнейшие успехи, на дальнейшие достижения в этой сфере, в которой я выбрал. Я выбрал художественное слово, начинаю заниматься вокалом. И это мне достаточно нравится, потому что студенческая жизнь тем и прекрасно, что можно заниматься различными видами искусства и спорта. Данная премия у нас в республике реализуется уже не первый год, и в этом году Российский союз молодежи ее провел совместно с комитетом по делам молодежи. Конкурс прошел достаточно ярко, участники достаточно хорошо выступили, ответили, многие боялись, но опять же говорю, это для них дополнительный опыт, и боишься выступать на публике, чтобы это побороть, нужно чаще выступать. Мы прервемся на короткую рекламу, после продолжим. В эфире новости Осетии, и мы продолжаем. Для Национальной научной библиотеки Северной Осетии этот год юбилейный. Ей исполнилось 125 лет. За это время изменилось многое. Библиотека идет в ногу со временем и продолжает оставаться востребованной среди молодежи. Неизменным осталось одно – желание его работников сохранить самые редкие экземпляры для следующих поколений. И для этого уже сделано немало. В отделе редкой книги всегда тихо по-особенному. Здесь даже разговаривать хочется шепотом, а страницы этих книг переворачивать с особым трепетом. Многие из них единственные в своем роде. Записки семьи Романовых, редкие издания 17 века, прижизненные издания произведений классиков мировой и отечественной литературы. Настоящие сокровища. Вот уже 65 лет их хранительница Елена Каспалатовна Мадзаева следит за порядком в отделе. Конечно, национальной литературе особое внимание. Здесь самые первые осетинские книги. Печатная книга издана в 1798 году в Московской синодальной типографии. Молитвенник. Какие молитвы надо читать утром, в обед, вечером. Прочитать книгу в этом отделе не так сложно, как кажется. Нужен лишь читательский билет, но есть важное условие – домой их забирать нельзя. Елена Каспалатовна посетителям всегда рада. Образование молодого поколения для нее на первом месте. Она продолжает дело всей жизни великой женщины, которая стала основательницей Владикавказской библиотеки в 1895 году. Варвара Григорьевна Шредерс. Она сделала многое, чтобы женщины смогли свободно получать образование и читать книги. Варвара Григорьевна Шредерс. Родом она Ломоносова. И муж был мировой судьей. И их переслали к нам, направили сюда работать. И когда она приехала, посмотрела, библиотеки только платные, а для простого народа они недоступные, то она решила открыть библиотеку. И у себя собрала 50 книг у знакомых, родственников, друзей, товарищей. И у себя дома открыла библиотеку в 1895 году, 2 октября. А сегодня это современное здание именно с той атмосферой, которая необходима для полного погружения в сюжет книги. Как вы можете видеть, сегодня в библиотеке для читателя сделано все. Даже для его комфортного пребывания у нас имеются и теплые коврики, и диваны комфортабельные, вплоть до подушек и пледов. Что сегодня в погоду очень актуально, нашу прохладную, очень теплые и уютные. В библиотеке 7 залов, среди них художественный, научный, иностранный, зал искусств и выставочный. На любой вкус. У постоянных читателей здесь есть свои любимые уголки. В последнее время, да, довольно часто. Мне нравится здесь работать удаленно. Здесь всегда спокойно, тихо.
Приходят тоже ребята и тоже занимаются. То есть можно не только почитать книжки, там, поделать задания, но и посидеть в интернете, по работе. Многочисленные стеллажи книг и буквально километры полок. Здесь легко заблудиться, но внимательные сотрудники всегда помогут и подскажут. Книгохранилище расположено на всех 4 этажах библиотеки. Здесь можно найти практически любую книгу, от трендовых романов, бестселлеров, фотоальбомов, нотных тетрадей до редчайших экземпляров. Сейчас в фонде библиотеки насчитывается больше 1 миллиона книг. Собрать коллекцию таких книг стоило больших усилий, но, как оказалось, на этом сложности не заканчиваются. Теперь главная задача их оцифровать и оставить следующим поколениям. Более 2000 изданий книг и более 3000 журналов и газет здесь теперь не только в бумажном формате, но и в электронном. Оцифровка продолжается и сегодня. И сохраняя в PDF, дальше уже коллеги переводят это на интернет. Электронная библиотека рассчитана на широкую аудиторию. Для этого предусмотрен свободный Wi-Fi и удобные кресла. В нашей библиотеке имеется очень уникальный фонд, это редкий фонд. И фонд краеведческой литературы. Очень много дореволюционных изданий, касающихся истории города Владикавказа, Северного Кавказа. И, конечно, эти редкие книги, они уже приходят в упадок. И программа как раз оцифровки данных книг принята. И у нас есть планшетные сканеры, которыми мы оцифровываем данную литературу, обрабатываем ее и уже выставляем онлайн на наш сайт, где пользователи могут ее почитать. Потому что, конечно, прикасаться к этим фолиантам уже нельзя. 125 лет Национальная научная библиотека хранила в себе мудрость и знания целых поколений. Ее работники сделают все, чтобы эта память передавалась веками. Галина Григорян, Алан Суанов, Новости Осетии. Завтра в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это праздник тех, кто с самого утра до поздней ночи без выходных трудится на земле, выращивает овощи и фрукты. Это работники ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий. О примере преданности своей работе наш следующий материал. Зелимхан Туаев знает состояние буквально каждого ростка кукурузы на этом поле. В правобережном районе он проработал агрономом больше 40 лет. Сейчас он главный специалист отдела сельского хозяйства администрации района. Признается, в этом году сезон выдался нелегким. Кукуруза краснодарской селекции. Наши сорта, и они довольно хорошо себя чувствуют. Но главная причина в том, что, не было дождей. Во время налива зерна не было. Вот как раз там было необходимо. Потому что, каждый стебель нуждается в 200 литрах воды. Вот каждый стебель. А тут таких стеблей, 70 тысяч. Сейчас здесь собирают кукурузу. В этом году по предварительным подсчетам удастся собрать около 6 тонн кукурузы. Это меньше, чем в прошлом году. Поля в правобережном районе Зелимхан Туаев контролирует лично. Рассказывает, на этом участке в 100 гектаров будут сеять озимую пшеницу. Осенне-полевые работы продолжаются. Сейчас аграрии активно готовят площади к зиме. Сеять не только пшеницу. На зимовку, эти посевы уйдут в фазе кущения. Раскустятся, и уйдут на зимовку, на зиму. Какие еще культуры на зимовку пойдут? Озимый ячмень, озимая пшеница, соответственно, рапс озимый. Как видите, там сев ведется одновременно с внесением минеральных удобрений. Это фактор получения больших урожаев. Высокий урожай – результат применения новой технологии, многолетнего опыта аграриев района. Однако это еще не все. В этом деле большую роль играют погодные условия. Галина Григорян, Хетак Гапоев, Новости Осетии. В Северной Осетии продолжают собирать деньги для спасения Зарины Бадоевой. У годовалой малышки спинальная мышечная атрофия. Автолюбители провели пробег в поддержку семьи Бадоевых с плакатами, баннерами и наклейками. Колонны проехали по центральным улицам города, чтобы еще раз привлечь внимание к судьбе девочки. В конце шествия для горожан прошел праздничный концерт. Напомним, что девочке необходим дорогостоящий препарат. Любители автомобилей различных моделей сегодня все объединились, и в культурном движении по нашему городу мы проедем, в очередной раз напомним о Зарине Бадоевой. Также водители сами
оказывают помощь Зарине Бадоевой. Каждый водитель, он помогает Зарине. Хочется сказать, что каждое мероприятие очень важно в плане того, что сумма огромная. На данный момент собрано чуть более 70 миллионов рублей, и еще большую часть необходимо собрать. Активно, ежедневно и не жалея сил. Так северостинские спортсмены готовятся к чемпионату России по вольной борьбе, который пройдет в Наро-Фоминске совсем скоро. За плечами 3 этапа сборов, один из которых проходил в горах. Там ребята прошли общую физическую подготовку. Сейчас последний этап сборов. На тренировке борцов побывал и наш корреспондент Хетак Плиев. С полной самоотдачей и предельной концентрацией борцы продолжают свою подготовку к чемпионату России. Чемпион мира Давид Баев ставит перед собой большие цели. Говорит, добиться их можно лишь благодаря упорным тренировкам. Вместе с ним готовятся и другие вольники. С Давидом Баевым в одной весовой категории будут соревноваться ребята из нашей сборной. У нас эти две параллели не пересекаются. То, что на ковре, и то, что в жизни. Мы в жизни хорошо общаемся, даже подсказываем где-то друг другу. Где надо, друг за друга встанем, защитим друг друга. А на ковре уже там дружбы, таких вещей нет, просто грязно не боремся. Спортивный интерес. Да, достойно против друг друга выходим и сражаемся. В хорошей форме и Сослан Рамонов. Олимпийский чемпион, как и другие спортсмены, уже прошел 3 этапа сборов. Одни из них были в горах. Там проверяли общую физическую подготовку. Так спортсмены корректируют вес, чтобы к соревнованиям подошли в оптимальной форме. В весовой категории Сослана Рамонова много именитых борцов. Лишней мотивации для упорных тренировок не нужно. Со всеми надо бороться. И очень опасные ребята, очень хорошие ребята. Давно их знаю. И да, как вы сказали, человек 5, я думаю, достойный, чтобы стать чемпионами. Так что будем бороться и побеждать. Всего Северную Осетию на соревнованиях представят более 30 спортсменов. Среди них призеры молодежного всероссийского турнира. Теперь они тоже готовы показать себя на чемпионате России. Тренеры говорят, этот турнир считается одним из самых сложных в мире. Кроме как о боевой готовности мы говорить не можем. Все ребята, в принципе, готовились хорошо, работали. За исключением некоторых ребят, которые получили травмы и восстанавливаются. А так готовимся к самому важному старту, получается, в этом году. Чемпионат России пройдет в Наро-Фоминске с 15 по 18 октября. До этого времени спортсмены будут упорно трудиться. А следить за этим будет не только главный тренер Хетак Газюмов, но и Марик Тидеев, который воспитал не одну плеяду больших чемпионов, которые покорили не только российские турниры, но и мировые. По итогам чемпионата будет сформирован состав сборной России, а дальше чемпионат мира в Сербии. Хетак Плиев, Александр Каджаев. Новости Осетии. На этом у нас все. Спасибо за внимание и до встречи. Thank you.